Добрый день! В эфире очередной выпуск передачи «Денсаулық санаты». Сегодня речь пойдет о такой отрасли медицины, как фармацевтическая. И для освещения этой темы мы пригласили в студию Айнуру Сатаевну Озонову, заведующую фармотделением медико-фармацевтического колледжа. Добро пожаловать. Айнура Сатаевна, я бы хотел сегодня действительно более подробно остановиться в целом о фармацевтике, да, то есть что такое вообще, начиная от азбучных истин, то есть фармацевт, затронуть речь о фармацевтической технологии, ну и рынке вообще в целом, потому что он у нас развивается, да, в Кыргызстане? Да, развивается. Ну, я как обычный гражданин, ну, имею кое-какое представление, да, допустим, фармацевт, с греческого означает как бы дарующий исцеление, да? Это, наверное, многим телезрителям это известно. И в то же время фармацевт преимущественно человек, специалист, который обладает средним образованием, а вот насколько правильно я поставлю ударение, провизор или провизор, это человек с высшим образованием, да? Да. Вот начиная с этих моментов, вы можете остановиться на конкретных каких-то деталях этой отрасли, чтобы нашим телезрителям было это интересно. Хорошо. Добрый день. Я как преподаватель и с большим стажем фармацевт. Фармацевт со средним образованием, заканчивающий медицинский колледж, получает специальность фармацевт. Это со средним образованием. С высшим фармообразованием провизор. Значит, преимущество, значит, у провизора они могут получить лицензию на общих основаниях по законодательству Киргизской Республики, открыть свое дело, аптечное дело, могут открыть свою компанию, фармкомпанию. Вот. А со средним фармообразованием это специалисты, которые работают в сфере услуг. Вот. Вы правильно сказали, что фармацевт и это дарующий исцеление. Да? Мы как бы связующее звено между врачом и пациентом. Вот поэтому, когда пациенты больные приходят в аптеку, само вот эта вот обстановка, это как бы продолжение больницы, стационара. Они приходят к нам за советом, с рецептом, получить лекарство, то есть получить необходимую квалифицированную помощь. И, конечно, здесь долг наших фармацевтов — это квалифицированная помощь, чуткость, доброжелательность, тактичность. И, конечно, принять независимо от, мы говорим, социального статуса, вот сейчас это актуально, независимо от положения в обществе, да, мы должны обслужить всех одинаково. Вот. Кто поступает к нам на колледж, медико-фармацевтический колледж, мы всего лишь второй год как открылись, у нас еще нет выпуска, но у нас достаточно активные студенты. Я вот смотрю, сейчас молодежь совсем другая, да? Они нацелены, ну, как сказать, это новое поколение, им нужна прибыль. Наша задача им рассказать, показать, научить, что фармация — это область медицины, которая постоянно развивается. Все время появляются новые лекарственные средства, ассортимент их растет. Посмотрите, сколько открывается новых фирм, аптек по городу. Да, и конкурентная способность тоже растет. И чтобы конкурировать на рынке, быть компетентным, нужны хорошие знания. В этом мы, конечно, стараемся, наши специалисты в этой области, очень сильные педагоги, практики. У нас есть базы, свои базы по городу. Это в аптеку ведь мы привыкли, что аптека — это купи-продай, да? На самом деле мы готовим специалистов широкого профиля. Это и производственные аптеки, где они своими руками готовят лекарственные средства. Пусть это будет тот же антигриппин порошки, да, вы знаете, растворы, инъекционные растворы, особенно вот прибольничные аптеки, которые непосредственно обслуживают саму больницу. Это вот детская больница, кардиология, инфекционная, 4-я горбольница. Это государственные аптеки, они еще есть у нас. Вот, хотя рынок представлен в основном частным сектором, вы знаете, да? И ведущие такие компании, я не побоюсь этого слова, что они монополисты, это как компания Неман, Фармамир, Фармстор, Айболит и так далее, их очень много. И тут конкуренция, конечно, идет.
И наши фармацевты, они востребованы. Вот что хорошо на сегодняшний день, они востребованы. Можно не бояться за завтрашний день. Получают, зарплата у них хорошая. Они могут, еще у нас карьерный рост. Значит, они после окончания нашего колледжа могут поступить на вечернее отделение, получить диплом о высшем образовании. Тут уже, конечно, наши студенты работают сейчас и в России, и за рубежом. Вот что мне нравится, звонят мои выпускники и благодарят. Майнур Садам, мы заденем вопрос вот, студентов, да, колледжа. Вот я понял, что фармбизнес, да, рынок, он занимает 3-е место в мире, да? А вот в Кыргызстане это насколько отражается? Вы знаете, вот в Кыргызстане вот, фармацевтический рынок, он так стремительно развивался, Растет, да? Да, растет и продолжает расти. Ассортимент лекарственных форм увеличивается. И тут вот стоит вопрос о законности этих препаратов. Ведь черный рынок так и существует. Вот на ужском рынке многие покупают лекарственные средства, и я считаю это неправильно. Сейчас Департамент лекарственного обеспечения при Министерстве здравоохранения Киргизской Республики ужесточил отпуск лекарственных средств именно по рецепту врача, особенно антибиотиков. Бесконтрольный доступ населения к лекарствам, вы сами знаете, любое лекарство можно продать, да, купить. Сейчас вот ужесточает департамент, штрафуют, да, потому что идет самолечение, залечивают себя, а потом уже приходит к печальным последствиям. Да? А вот остановитесь вот на проблемах фарм-технологии. Вообще, какие технологии у нас применяются вообще? Они имеют какие-то специфические формы? Да, фармацевтические технологии, они на месте не стоят, и вообще медицина на месте не стоит, она меняется, развивается. То, что было раньше, сейчас очень быстро это и просто, да, век технологий мы говорим. Появляются новые лекарственные средства, кроме оригинальных есть генерическая, дженерики мы говорим, генерическая замена. Это более дешевые лекарственные средства. Конечно, фармацевт должен предлагать лекарственные средства населению именно по доступной цене. Вот независимо, ведь большой слой населения это пенсионеры, да, вы знаете, дети, малообеспеченные. И, конечно, предлагать дорогостоящий препарат это будет неправильно. Конечно, лучше предложить в данном случае под ту же дозу, ту же лекарственную форму, да, мы так и объясняем студентам, дать его генерическую замену. Она ничем не, скажем, хуже оригинального, такой же качественный, эффективный, безопасный лекарственный препарат. А технологии, они при нашем производстве остались по стандартам. Это определенные правила у нас есть изготовления лекарственных средств. Это изучение, конечно, таких дисциплин, как фармтехнология. Это полностью проходит 2 курса, мы проходим по оптичным базам. Их прям мы навыки обучаем их изготовлению, знакомливаем непосредственно с рецептурой. Вот. Ну и основные базовые, это, конечно, фармакология, вы знаете, латинский язык, организация экономики фармации. Фармация ведь, с одной стороны, является и медицинская, видите у нас, а с другой стороны это экономист. Он должен получить прибыль. Вот еще очень важный и интересный момент, вы, в принципе, отчасти затронули, то, что эта профессия очень востребована на рынке, да, и остановились на хороших как бы заработных платах. А если не секрет, они, ну, я имею в виду, нужно же заинтриговать телезрителей, а вот в какой степени это оплачиваемость? То есть жалование колеблется от какой суммы до какой? Сейчас, конечно, я точно не скажу, может, секрет, это фирмы, да, но я хочу вам заверить и будущих специалистов, и тех, кто хотят поступить к нам на формацию. Рынок, он глобальный, растет. Вообще заработная плата у нас, конечно, от выручки, от процентной ставки. Сколько вы наторговали, столько вы и получаете. Но процент получается хороший,
от 20 и выше тысяч, даже до $1000. Это нормально. хорошая точка, да. Это огромная сумма. Да, это большая сумма. И сейчас поэтому по такой поток заинтересованных фармацевтов. Ну, получается, Айнур Асатаевна, получается, что фармацевт явный конкурент стоматологам, да? Это тоже развивающийся бизнес у нас. Да. То есть очень востребовано тоже. Это вы к тому, что где у нас стоматологические клиники и аптеки, да? Да, да, Стоматологи, конечно, это профиль особый. Здесь очень, в основном это сейчас, видите, рост инфекционных различных заболеваний, это гепатит. У них тоже ответственность, да, большая. Но востребованность на рынке идет, а ведь врач, тот же стоматолог, он без лекарств не может лечить. Поэтому поставки, которые производятся к нам на территорию Киргизской Республики, они все проводится контроль со стороны Министерства здравоохранения Киргизской Республики и Департамента лекарственного обеспечения. Айнур Асатаевна, вот, наверное, телезрители многие не знают, они путают эти понятия. Вот, допустим, есть понятие фармацевт, есть фармаколог. Так. Вот какая разница между ними? Вот фармацевт — это специалист, который непосредственно должен отпускать лекарственные средства, изготавливать лекарственные средства, дать его замену, предлагать на рынке труда. А фармакологи — это специалисты, которые занимаются разработкой лекарственных средств. Теория. Да, это теоретические, да, новых препаратов, выпуск новых лекарственных средств, изучение их побочного действия сейчас. Ведь появляются новые препараты. А чтобы довести до нас, это, конечно, есть в департаменте фармакологический отдел, к которому непосредственно связаны. Я просто вспомнил вот роман Каверина, там вот как раз про микробиологов, медиков, и когда представляли одного специалиста, его назвали фармакологом. Исходя из этого, я заключаю, что, наверное, это человек, который непосредственно посвящен в лабораторной разработке. Разработке, да. Айнур Асатаевна, вот представьте, что я пациент, да, простой гражданин, к вам пришел, вы фармацевт. Вот что я могу потребовать от фармацевта? Какие вообще требования может предъявить любой гражданин, да, пациент, который приходит в аптеку? Значит, фармацевт, вы сейчас вот посмотрите, какие аптеки, да, появились у нас. Ну, естественно. Раньше были в основном закрытого Согласен. типа, а сейчас открытого типа, да. Весь ассортимент выложен, да. Но если непосредственно консультация идет к фармацевту, вы можете обратиться с любым вопросом, если это не касается вашего основного заболевания или хронического заболевания. Так, основное мы только по назначению врача отпускаем. А вот предложить, что у нас есть, вот. И, естественно, это профилактика заболевания у нас стоит. А так мы со своей стороны, это квалифицированная, грамотная консультация, независимо, кто к нам обратился. Это терпение, чуткость, доброжелательность. И, с одной стороны, фармацевты — это психологи. Понятно. Айнур Асатаевна, вот у нас сейчас образовалось много медицинских, ну, как бы образовательных учреждений, да? То есть раньше был у нас один институт, ну, скажем так, прямо при Союзе, да, при Советском Союзе, был один единственный институт. Сейчас, вот я слышал недавно, в Национальном даже университете собираются открывать медфак. Есть в Славянском университете, есть у вас. И вот в этом смысле, конечно, это уже, наверное, точка зрения уже людей, которые хотели бы, да, поступить. Айнур Асатаевна, куда сейчас вот может обратиться молодой человек, скажем так, окончивший школу, или молодая девушка, да? Вот куда ему обратиться, чтобы стать очень хорошим фармацевтом? Вот вы правильно сказали, сейчас вот мы в свое время, мы же союзное время заканчивали, у нас были прямо это, я заканчивала Киргизский государственный медицинский институт, сейчас он академия, да, мы учились 5 лет, вот, у нас был, конечно, большой конкурс, это на одно место было у нас чуть ли там 5-6 человек, и, конечно, это государственный колледж, и все. Уже потом, конечно, в зависимости от веяния времени, рост населения, конечно, востребованность этой профессии ведет к тому, что это живая конкуренция. Ведь всех не удовлетворишь. Вот Славянский, вы знаете, но там фармации нет. Там только лечебное дело, стоматология. Мы вот на базе Международного медицинского университета, мы при ММУ открылся наш колледж.
У нас такие специальности, как отделение фармации, стоматология ортопедическая, акушерское и сестринское дело. У нас учатся 2 года 10 месяцев и получаем диплом государственного образца. И мы недавно только получили аккредитацию, прошли в Сапатубилим агентство, и мы аккредитованные уже учреждения, поэтому смело можете поступать к нам. Специалисты у нас высококвалифицированные, мы закончили институт наш, у нас опыт преподавания. И будущим студентам, абитуриентам я бы хотела пожелать, конечно, это ваше желание, ваш выбор, куда поступать. У нас есть еще много частных учреждений, это по городу, это и СИТУ открыли, и вот соцколледж есть. Мы, конечно, конкурируем, хотя мы молодые, но у нас очень хорошая база, своя клиника. У нас производственные есть аптеки. Мы сейчас хотим расширяться, у нас позволяет площадь открыть свою аптеку, где будут проходить практику наши студенты непосредственно. Вот. И, конечно, у нас гибкость. У нас сейчас появилась мобильность, академическая мобильность, обмен студентов между вузами. Мы подписали договора, это Ош, Джалабад, Талас, Иссык-Куль, Нарынская область и так далее. Вот они посылают к нам своих студентов, мы их своих, преподавателей обмен. То есть это живой, уже конкретно видно, как учат преподаватели. Можно сравнить, базы проверить, ввести что-то свое. Это выбор за ними. А вот профессорско-преподавательский состав, он у вас в каком, как бы сказать, стандарте? То есть выбор какой был, когда вы подбирали кадров? То есть имеется в виду, это бывшие работники других институтов были, или вы как бы избрали новоиспеченных, я бы сказал так? Хорошо. Но у нас молодой коллектив, все с высшим образованием, медицинским фармообразованием. У них за плечами это опыт преподавания, в госструктурах они работали, как в институте, в академии, так и в колледжах. Поэтому есть и в основном это старая гвардия. Понятно. Айнур Сатаевна, вот понятно, вот, допустим, мы заинтересовали молодых людей, да, абитуриентов. Допустим, он поступил, и приходит время, когда он заканчивает ваш колледж, и куда ему нужно идти работать? То есть каковы перспективы его дальнейшей судьбы? Хорошо. Меня многие студенты спрашивают, особенно парни. Конечно, вот вы все знаете, что фармацевтика это женская, да, скажем, профессия. Да, преимущественно, да. Но ребята, когда поступают, они думают, куда же мы пойдем? Значит, фармацевты после нашего окончания колледжа, девочки в основном идут в аптеки. На первый стол это реализация, изготовление лекарственных средств, это производственные аптеки. Могут работать на фирмах, на складах и в фармкомпаниях. Карьерный рост — это менеджеры. Сейчас вот новое слово — это управление, вы знаете. Да. И, конечно, идут на заведование, заведующими аптеками. Могут работать заведующими аптечных пунктов, киосков. Мальчики идут в основном у нас как фармпредставители, обеспечение, на склады. Дальнейшее поступление вот, на высшее фармообразование дает им горизонты. Это, конечно, открытие своего дела. Вы спокойно можете получить лицензию на общих основаниях по законодательству Киргизской Республики и открыть свой аптечный бизнес. Ну, немножко вы задели, а вот материально-техническая база у вас какая? Нашего колледжа? Да. Наша материально-техническая база, вот я, как и сказала, у нас своя клиника, свои лаборатории, химия у нас полностью оснащена. Остальные у нас очень хорошие кабинеты по фармакологии, фармакогнозии. Это непосредственно нашу практику проходит вот на ботанический сад, ездит на Иссык-Куль. Вот. А сами базы — это производство, это непосредственно изготовление. У нас составлен договор с аптеками. Это вот аптека Даниба, 156-я. Огромная им благодарность заведующим, что непосредственно с нами работают. Вот. И это учат к труду, к трудолюбию наших студентов, относиться аккуратно. Это медицина не требует халатности, конечно, со стороны. Это большая ответственность.
И, конечно, труд. У нас после окончания нет такого, вот вы закончили и все, можно спокойно продолжать свой бизнес. Каждые 5 лет нам необходимо проходить аттестацию. Аттестация у нас открылась при институте при Чубакова. Мы каждые 5 лет проходим месячные курсы обучения. Есть в зависимости 2-недельные для врачей, фармацевтов, провизоров. Получаем сертификат, аттестационный сертификат на соответствие этой должности. Соответствуете вы ей или нет? Если не соответствуете, конечно, вы дальше продолжать свою деятельность не сможете. Айнур Сатаевна, насколько мне известно, ваш колледж, он интернациональный, да? То есть Да. я имею в виду и студенческий состав. Мне просто интересно, как простому человеку, из каких стран приезжает к вам учиться вообще, кроме нашего местного контента и международного? Да, к нам поступают это страны СНГ, это из Казахстана, Узбекистана, из России и Кыргызстана. И пока у нас нет иностранцев, у нас по программе нет, это только при университете. Да, там граждане Пакистана, Индии проходят. И вот сейчас договор составляют с Турцией. То есть у вас есть и международные контакты, Да. а с какими конкретно вузами? Или такими же учреждениями, как ваш там, колледж? Да, вот непосредственно они могут поступать на тех же основаниях, проходить на тех же базах практику и получать диплом государственного образца. Ну, Айнур Сатаевна, наверное, мы, как бы сказать, высветим какие-то другие проблемные ситуации, связанные именно с фармацевтической деятельностью. Вот, в частности, ну, понятно, сейчас город тоже не стоит на месте, он Растет. развивается, людей много, и на улицах, на базарах, в частности. У нас, вы знаете, сколько базаров, у нас много. Ну, мы часто видим, продают разные лекарства, простые люди не знают, какого они качества. Ну, вы отчасти задели этот момент, но тем не менее, как вы, как специалист, думаете, можно ли принимать вот эти услуги, да, без степени риска? Или там есть форс-мажорные какие-то моменты? Часто мне тоже задают такой вопрос. Продают на Ужском рынке, знаете, да, препараты, даже вот с тележками по базарам возят, везде где-нибудь в уголочке. Я всегда так возмущаюсь. Ну как вот можно свое здоровье рискнуть купить этот препарат? Ведь много сейчас на мировом рынке делают красиво препараты контрафактные, фальсифицированные, поддельные. Вы даже не сможете отличить его от оригинала. А то, что предлагают нам на рынке, вы представьте себе лекарственное средство, где оно изготавливалось, в каких условиях оно хранится. И вы покупаете его, а может быть срок годности вообще истек. Ну да. Да. А потом покупать это ребенку или с хроническим течением. Поэтому постоянно делают рейды в департамент лекарственного обеспечения вместе с силами МВД, штрафуют их, вылавливают, конфискуют эти препараты, уничтожают. Но все равно он продолжает расти. Да? Вот. Поэтому сейчас вот департамент лекарственного обеспечения ввел порецептурный отпуск препаратов, и мы этого придерживаемся. Прежде чем поступить на прилавки в аптеке лекарственное средство, скажем, тот же аспирин, скажем, тот же кетонал и так далее, он, ну, в основном, вы знаете, наши поставщики — это Россия, Казахстан, дальние зарубежья, скажем, Гидеон Рихтер, да, Германия и так далее, Австрия. Значит, конечно, препараты завозят в основном это фармкомпании, имеющие лицензию на это, на оптовую деятельность. При завозе этот препарат должен зарегистрироваться. Он регистрируется в департаменте, потом сертификацию проходит. Сертификация, значит, это полный анализ лекарственного средства, это в лабораториях в КАЛ у нас проходит. Получает сертификат, что он действительно соответствует требованиям наших документаций, НТД. То есть он качественный, безопасный и эффективный. Только сертифицированный товар потом уже имеют право реализовывать компании. Аптеки уже покупают
на оптовых. Вот. И они имеют право, конечно, любой гражданин нашей республики имеет право потребовать этот сертификат, что он не поддельный, и аптека должна ему предоставить эту копию. Значит, вы уже не боитесь за свое здоровье. Понятно. Как он хранится? Есть определенный температурный режим. Это в холодильниках, вы знаете, должны храниться в прохладном, темном месте. А на рынке просто, я думаю, там может быть в том плане, что хорошо, если что-то есть в этом препарате, а если он в малой дозе или вообще там мел или То есть еще вы не что-то. рекомендуете покупать Не, ни на в коем рынке? случае, ни в Всё коем понятно. случае. Айнур Сатаевна, а вот мне интересен вот еще один такой сегмент действия клиента, да, скажем так, пациента, да? Как правило, когда человек испытывает какую-то боль, да, он бежит сразу в аптеку. Так. Это уже устоявшаяся Да. практика. Что вы рекомендуете касательно того, чтобы вначале, может, ему следует целесообразно сходить в поликлинику, удостовериться, ну, есть там разные процедуры, не полениться, да? Вот как ему быть? Что вы посоветуете вот в таких случаях? Да, вот у нас, конечно, времени нет, это время такое, чтобы пойти в поликлинику, выстоять очередь, да, потом к врачу, потом обязательно это анализы, вот этого все боятся и хотят быстренько. Конечно, бегут в аптеку, но в этом случае всегда фармацевты мы говорим, что именно у него болит. Если это зубная боль, конечно, мы можем рекомендовать обезболивающие средства, которые не на учете, не по рецепту, мы говорим, общего списка. А если у него боли характера планового, скажем, головы, сердца, внутренних органов, мы не рискуем эту боль, конечно, снимать. Мы рекомендуем обратиться к врачу, пациенту. Ни в коем случае нельзя его упустить это время, да? Да, нельзя допустить самолечение. А вот у вас есть какое-то представление о контролирующих органах? Вообще-то, по-моему, тоже болезненная тема. Если вам, как бы сказать, не затруднительно, да, вот можете осветить эту тему? Да. Вы имеете в виду по аптекам, да? Значит, все аптечные учреждения, которые изготавливают или реализовывают лекарственные средства, они во-первых, они получили лицензию. Это уже первый контроль, они прошли на соответствие. И наш контролирующий орган, это, конечно, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и Департамент лекарственного обеспечения. Там у нас есть отдел фарминспекции, который занимается контролем деятельности. Конечно, есть плановые, внеплановые, внезапные проверки. Значит, они проверяют, как хранятся лекарственные средства. Действительно ли, вот как я сказала, сертифицированный продукт продают или поддельный, как вы говорите, контрафактный. Вот. И все ли отвечает требованиям, конечно, это отпуск по рецептам или нет. И, конечно, это диплом и сертификат специалиста. На месте они должны предъявить копию диплома и то, что он проходит каждые 5 лет у нас сертификацию. А вот у вас есть представление о том, вот если в сравнительном плане, да, вот скажем, кыргызстанский фармрынок, в сравнительном плане с другими, да, вот, наша позиция какая-то? Ну, конечно, в этом плане... Ориентированно мы в Россию смотрим. Россия, Казахстан, да, хотя бы взять. Вот. Мы даем по предмету организации экономика фармации, какая у нас на фармацевтический рынок, как он развивается. Значит, конечно, Кыргызстан в этом плане мы отстаем в плане производства. Мы как-то при Союзе, у нас был завод антибиотиков, ну вот он дальше не пошел. Сейчас в основном завозится. 97% рынка это вот импортные препараты. И только 3% у нас на отечественного производителя. Это, конечно, вот вата своя, марля, вы знаете, перевязочные средства. Бишкек Биофарм, Галеника, это настойки, мази, свечи готовят. Многие вот потихонечку наш отечественный рынок растет. Это травы из сыкуля. У нас прекрасные лекарственные травы. Вот, есть компании, которые занимаются этим. Вот, и, конечно, производство, конечно, нужно налаживать, рынок завоевывать, чтобы мы могли экспортировать свою продукцию. Ну, Казахстан очень хорошо покупает нашу продукцию, Узбекистан, вот, Китай, наше сырье. Вот. А так вот конкурировать еще, конечно, у нас молодой рынок. Понятно. Айнур Сатаевна, в принципе, мы уже под занавесом передачи. Вот еще меня интересует один вопрос, это касательно
значит, выпускников колледжа, да, вы, в принципе, уже подробно объяснили. У них вообще есть, ну, такая перспектива поработать за рубежом? Да, Есть? есть. Вот мои выпускники, они вот мне звонят до сих пор. Они многие устраиваются в России, уезжают за рубеж. Наш диплом котируется в России. С удовольствием принимают у нас фармацевты сильные. Вот. Единственное, если они едут в ту же Россию за рубеж, им необходимо пройти сертификацию уже в той стране, получить и засвидетельствовать, и показать те знания, что они соответствуют тем стандартам. Проходит экзамен. Понятно. Айнура Сатаевна, в общем-то, ну, остается последний акт передачи. Вы имеете возможность обратиться к телезрителям, ну, со своими рекомендациями, просьбами. Мы такой, ну, возможность вам предоставим. Спасибо. Дорогие студенты, абитуриенты, перед вами стоит большой выбор. Это решение, куда пойти учиться, да? Куда поступить. И, конечно, это ваша профессия. Я призываю вас хорошо подумать и выбрать, да? Ведь медицина — это будущее. Фармация, стоматологию, какую бы вы ни выбрали, да? Медсестру, акушера. Это мы стоим на охране нашего здоровья, нашей нации. И, конечно, здесь наша добропорядочность, ответственность, сделать добро людям, сеять добро людям. Не главная прибыль в этой жизни. Конечно, и хочу, чтобы вы не боялись, приходили, мы вас встретим, мы вам поможем. Понятно. Айнура Сатаевна, спасибо большое за спасибо. достаточно содержательную беседу. Мне кажется, это было не только интересно для абитуриентов, да, будущих, но и для простых жителей, которые вообще-то имеют какие-то проблемы именно в контакте с такой отраслью, как фармация. Ну, мы тогда завершаем программу. Айнура Сатаевна, спасибо большое. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас сегодня в гостях была Айнура Сатаевна Озонова, заведующая фармотделением медико-фармацевтического колледжа. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Я тоже с вами прощаюсь. Всего самого наилучшего и самое главное, не болейте.